Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Сразу хочу спросить про наряд. Есть традиционный якутский наряд. Есть какое-то название? Халадай, традиционное платье. Сон, пальто. И шапка джабака. А украшения все традиционные Это из серебра. По каким поводам этот наряд надевают? Это праздничный наряд для праздника Ысырах. Это национальный Новый год, который отмечается в день летнего солнцестояния. Как правило, это 21-22 июня. Это единственный вариант якутской Нет, национальной есть одежды очень или много вариантов. Культура саха именно в плане одежды, в плане дизайна одежды, она очень разнообразна. Алина, вы очень хорошо знаете якутскую культуру, но сами на якутку не похожи. Но тем не менее, вам один шаман сказал, что у вас якутская душа. 40 лет назад мои родители приехали на север в советское время работать, как все. Я родилась в Якутии, родилась в Якутске. Меня спрашивают, кто я по национальности. Я говорю, я багный. Означает сахаляр, смешанная кровь. То есть это произошло от слова пашенный. Русские пришли, они начали заниматься земледелием, пашенным делом. Тело у меня славянское, а душа у меня якутская. То есть я все равно смешанная, все равно я багный. Но у всех какое-то очень стереотипное представление о Якутии, что снег, Стереотип. олени, Красный, юрты. Какая на Якутии сейчас? В данном панно представлена больше картина коренных малочисленных народов Севера, таких как эвены, венки, юкагиры. А если говорить о самом городе, то, конечно, это очень развитый, индустриальный, красивый, современный город. Это будет про Якутск, да? Про Якутск, про столицу. Если вы полетите на самолете или на вертолете часа 3 внутри республики, то вы встретите вот такие картины. Придется добираться на буранах, на снегоходах. Насколько современные якуты чтят традиции предков? Очень чтятся традиции, ничего не забыто, все сохраняется, развивается, дополняется. Таким же примером может служить мое творчество. Беря за основу аутентичное, древнее, я совмещаю с современными жанрами для того, чтобы дать новую жизнь, чтобы для молодежи это тоже было актуально. Можете нам продемонстрировать тоже? Боже, как здорово! Ой, Никогда какая-то ничего подобного не фантастика, слышала. какая-то. Да. Потрясающе. У вас как будто вселился другой человек, а потом много разных животных. Это правда какая-то фантастика. Такая краткая зарисовочка, чтобы представить максимально все возможные элементы из культуры северных народов и народа Саха. Позиция называется «Благословение природы», и она должна была наполнить вас энергией. Да, мне кажется, запомните. До мурашек. Сколько вы этому учились? Я посвятила всю свою жизнь исполнению на древних национальных инструментах. На всю жизнь учиться можно и учиться. Потрясающе. А варганов их много разных видов? Они да? все разные, у них разная тональность. Есть такие варганы, которые успокаивают, они вводят в некое такое медитативное состояние для отдыха души. А есть вот такие, как я использовала сейчас, они бодрят, заряжают энергией. То есть он для создания музыкальных картин более мистического плана, наверное. Как называется? Я бы сказал, что это бубен, да? Да, но- бубен. Правильно, ничего страшного, если вы скажете бубен. И сделан он Он из чего? выполнен из кожи оленя. Дюмюр. Когда ближайшие концерты? Где вас можно услышать? Я пойду, а Это ты? дико интересно. Я с Добро удовольствием. пожаловать на Рюнергей. Вам спасибо огромное Спасибо за это большое. представление и за это интервью. Спасибо вам.